Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто будет предлагать вам руку и сердце? Кто этот мужчина? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь и давайте вместе посмотрим. Прежде чем мы начнем, мои дорогие любимые зрители, всех вас сердечно хочу поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Итак, настройтесь, пожалуйста, на отсыпку, задайте вопрос от своего имени вслух, либо про себя, как вам будет удобно. Так и спросите, кто будет предлагать мне руку и сердце. И пусть песочек покажет этого славного мужчину. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты какой! На гребне волны дверь. А вы знаете этого мужчину? Точно знаете. Смотрите, у кого-то из вас, девочки, отыграется, что вы прям общаетесь, и у вас прям все идет к этому делу, к семье, к любви, да, к счастью семейному. У кого-то отыграется, что вы по-дружески общаетесь, может, по работе общаетесь, может быть, по-соседски общаетесь. Ну, а третьих отыграется, что вы его видели, да, вот он есть в ваших глазах, этот человек. То есть вы как-то особо на него внимания не обращаете, но он-то точно на вас внимание обратил. Да, может быть, еще не дошли до этого момента сближения, знакомства. Есть этот мужчина в ваших глазах. Знаете, не какой-то пришлый, новый, чужой. Вы его точно знаете. Смотрите, мужчина хорош собой, такой рослый. Фигура у него красивая, может быть, плаванием занимался, может быть, единоборствами занимался. Но такой поджара, я бы даже сказала, такой весь подтянутый, хорошенький, лицо миленькое. Мужчина, знаете, вот есть шальная императрица, да, а есть шальной император. Вот этот мужчина, его смело можно назвать шальной император, причем во всех смыслах слова. Жизнь, конечно, у него бурная, либо была, либо до сих пор бурная. И единственный человек, который может изменить его жизнь, это вы. Это вы. И он, ну, либо осознает это, понимает, поэтому к вам тянется, ну, либо неосознанно, да, вот он видит вас, силу, любовь, нежность, да, и вот тянет к вам, тянет, да. Шальной император, да, так и будем его называть. Бурная жизнь, бурная деятельность, такой, знаете, вот деньги, заработать, машину, красивая одежда, дорогая одежда, да, чтобы там бизнес крутить, чтобы больше иметь, больше зарабатывать. Такой вот мужчина горячий, да, много идей, постоянно какой-то шебурной, туда-сюда что-то делает, но при этом может еще и лениться, да, вот у него как как юла, да, как волчок. Он сам себя заводит, а потом, когда юла останавливается, волчок успокаивается, он может прям расслабиться, там, спать несколько часов подряд, либо там, проспать 10-12 часов, может что-то не делать там, по дому, да, чем-то не заниматься, да, что-то пропустить. Вот, умеет жить, умеет и отдыхать, умеет и расслабляться, умеет и работать. Интересный такой персонаж. Маму свою любит. Мама для него, да, прям звезда, важный человек в жизни, очень много и часто ее слушает. Не перечит, ну, либо старается не перечить. Может быть, мама в свое время очень многое для него сделала, да? Может, одна воспитывала, может, поднимала одна, да, никто не помогал. Маму любит, маму уважает. Это прям факт, это факт, и он неоспорим.
А у кого-то еще отыграется, что мужчина был женат, может быть, даже несколько раз был женат. Я же говорю, у него это бурная жизнь была, либо есть. Он шальной император. Браки, и, возможно, в браках были дети. Может, он уже и отец. А может быть, еще и дедушка у кого-то отыграется. Опять же, вы, девушки, женщины мои, все разные. Да, может и дедушка отыграться. Но как-то он этих своих жен не воспринимает. Либо он уходил с концами. С детьми может общаться, но с женами 100% нет. Может, там по залету, да, может быть, там, сильно хотелось интимной жизнью жить, и вот пришлось жениться, да. У кого-то и так могло отыграться. Может, там ради спора, да. Либо чтобы там все увидели, что он раньше всех повзрослел, да, самый первый женился. Шальной. И иногда такое придумают, хоть стой, хоть падай. Кстати, очень часто за свои идеи страдает. Вот какая-то горячность в нем чувствуется. Необузданность и горячность. И еще он какой-то, знаете, как к жизни голодный. Вот ему все хочется попробовать, все посмотреть, пощупать, потрогать, иметь все хочется, да. Вот есть такие люди, которые там довольствуются малым. Там, тепло, хорошо, мухи не кусают, уже замечательно. А есть люди, которые хотят вот самое лучшее, самое красивое, самое дорогое. Они прям к этому тянутся. Желание — это как двигатель успеха. Но, конечно, желания у него иногда прям дикие бывают. И ради своих желаний он может даже последнюю копеечку из кармана вытрусить. Вот я хочу, мне надо, я буду. Вот. Деньги для него, конечно, важны. Очень даже важны. Ему хочется их много иметь. Хочется ему быть таким, знаете, уважаемым, респектабельным человеком. Хочется ему, чтобы с ним считались. И хочется, чтобы ему завидовали. Не знаю, зачем ему последнее, но вот хочется, чтобы завидовали. Он любит хвастаться. Вот. Любит прихвастнуть, любит похвастаться. Вы для него, смотрите, как он на вас внимание обратил, вы для него первая красавица. Может, не только для него, да, может быть, там, где вы проживаете, работаете, вы как самая красивая девушка, самая красивая женщина. И, возможно, именно это его к вам привлекло. Потому что первая красавица, да, и кто я такой, чтобы не встречаться, не общаться с этой девушкой. Но потом, когда он начал вас узнавать лучше, да, либо присматриваться к вам стал, может быть, вы еще, как я сказала, еще не общаетесь, мужчина начал понимать, что вы настолько глубокая, настолько необычная, и цену себе знаете. Да, цену себе знаете, вам нужно соответствовать. И знаете, ему это понравилось, очень понравилось. Понравилось, как вы себя ведете, как вы к себе относитесь, какого вы уважения вы к себе требуете. Ему это действительно понравилось. Вообще мне идет, что вы какие-то немножко схожие по духу. Вы ведь тоже такая азартная, вы тоже любите жить, так, знаете, на полную. Вот если отрываться, то на полную. Если отдыхать, то во все тяжкие, да, вы такая веселая. Вы тоже умеете жить, но вы более сдержанная и вы более прагматичная. Да? Вы всегда думаете о последствиях, вы думаете наперед. И с головой вы тоже очень хорошо и активно дружите. У вас все решения и действия, они выверенные. И даже если вы немножечко алкоголя употребите, вы все равно понимаете, что вы делаете, всегда отдаете отчет в том, что происходит. Вот это прям ваша сильная черта. Может быть, у вас даже какая-то особенность, вы не сильно пьянеете. Вот, если там другие, там бокал понюхала, да, даже не выпила и уже все пьяненькое, то вы нет. И, кстати, по вам никогда не скажешь, выпили вы или нет. Тоже какая-то особенность, либо генетика, да, у кого-то из вас отыграется. Так, что касается этого мужчины. Если вы общаетесь, если вы встречаетесь, то вам и так понятно, да, что он будет делать вам предложение. Он смотрит на вас влюбленными глазами, он уже вам, скорее всего, это все проговорил, обрисовал. Ждете вы от него какого-то феерического шоу. Приблизительно так и будет. Там скрипач, лепестки роз, что какой-нибудь там подарок, да. Как-то неожиданно, может, розыгрыш даже какой-то сделает. Мужчина такой, это в его репертуаре. То есть что-то с чем-то будет. Шоу, причем такое, знаете, за гранью добра и зла.
Девушки, которые еще не в тех отношениях, вы просто общаетесь там по-дружески, либо по работе. Вы явно от этого мужчины чувствуете его энергетику, вы чувствуете его интерес к вам. Да, может быть, он еще об этом не сказал, может быть, вы дистанцию держите, не подпускаете, но вы прям чувствуете, что вы ему нравитесь. Прям чувствуете. Может быть, он даже немножко стесняется себя, да, стесняется там своего прошлого, либо стесняется каких-то своих поступков. Может, он подрался с кем-то недавно. И это у всех на слуху, да. Вот как немножко себя стесняется. Но поверьте, он вас уже как не выпустит, да, из своего круга. Он будет вас добиваться, и я вижу, что он готовится. У кого-то прям мужчина там план целый составил, как он вас будет покорять, добиваться. И вот смотрите, он видит вас своей женой. Вот действительно видит своей женой. Даже если вы еще не встречаетесь и не общаетесь. И для тех, кто прям совсем не общается, но видел друг друга, вы с этим мужчиной, когда встречаетесь, вы как-то вот как ощущаете что-то, да, вот на подсознании у вас что-то зарождается, либо интуиция вам что-то нашептывает, да, про этого мужчину. Вы на него внимание обращаете. То есть ежедневно вы встречаетесь с разными людьми, но обращаете внимание только на этого мужчину. И, может, сами себе не можете объяснить, почему, но вы на него смотрите, а он смотрит на вас. Тут еще так хитро показано, что, скорее всего, встречаетесь-то вы не случайно, да, не случайно он появляется там, где появляетесь вы. Возможно, он приходит на вас посмотреть. Либо он пытается с вами познакомиться, но не знает, как это правильно сделать. Но вы явно его видели, и видели не раз, и, возможно, вот либо сегодня, либо вчера его видели, этого мужчину, кто будет вам предлагать руку и сердце. И я не буду говорить, что вы замуж за него выйдете, потому что я этого здесь не вижу. Это не был вопрос отсыпки, да, за кого вы выйдете замуж. Вопрос был, кто будет предлагать. Вот идет именно этот мужчина. Опять же, девочки, мужчина действительно шальной, и это может вас немножко смущать. Так что, мои хорошие, ждите приглашения, ждите предложения, и это будет что-то необычное, незабываемое. Так вам руку и сердце еще никто и никогда не предлагал. Вот прям мне идет, что запомнится на всю жизнь. Согласитесь запомниться, не согласитесь запомниться. Кстати, запомнится не только вам, но и тем людям, которые будут очевидцами, либо участниками, либо свидетелями, да, этого события. Ну вот с помпой, ярко, шоу. Мне идет какое-то шоу. Именно так он будет вам предлагать. И девушки, которые постарше, если мужчина там 50 лет, 60 лет, ничего для вас не меняется. Вот он как был шальным, так шальным он и остался. Понимаете, это тот редкий случай, когда мужчина вообще не меняется. Не меняется. Вот он как в душе парень, молодой парень, такой вот азартный, шальной. И вот он всю жизнь так живет. И еще вот этот уровень, да, шалелости, он у него все больше и больше поднимается. Но зато будет не скучно, зато будет весело. И знаете, когда этот мужчина сделает вам предложение, а он точно сделает вам предложение, вам очень много женщин начнет завидовать. Прям такой завистью, знаете, лютой завистью. Даже скрывать не будут, что они вам завидуют. И вы прям ахнете, скажете: ах, вы подлые подружки, да, ходили, улыбались, а я ж вам помогала, да, либо я там участвовала, а вы, значит, завидуете мне. И даже вот самые такие оголделые женщины будут вас отговаривать. И прям, зависть невозможно будет скрыть, вы это все будете читать меж строк, и так будете понимать. Очень много женщин проявится, вот как они к вам относились. Понятно, что хорошая женщина, либо добрая, которая к вам хорошо относится, завидовать вам не будет. А если были какие-то там претензии на уровне подсознания, то они все в зависти перельются. Вот будут даже, знаете, как-то говорить, что вот он не для тебя, да он гулять будет, да ты скучная. Это какие-то такие ужасные вещи будут говорить. И вот показано, что ни одна женщина это говорит. Но зависть прям пойдет, да, вам будут завидовать. И еще показано, что вы и этот мужчина, вы как станете темой номер один. То есть не будет такого человека, такой семьи, такой группы людей, где бы вас не обсуждали.
То есть про вас будут говорить. Вы как местные знаменитости, что ли, станете. В общем, так интересно показали. Вот это приглашение, предложение, как дверь показана. И как не дверь, а проем дверной, да, там нет двери. Мужчина туда влетит, вот как оголделый на вас накинется, и все, давай будем вместе, давай жениться, я твой, ты моя. Еще здесь показано, что вы очень похожи, но как-то странно показано. Вы и похожи, и не похожи. Что-то есть прям идентичное, а что-то прям совершенно вот разное. Интересно. Отношения интересные. Вы как-то друг друга с этим мужчиной и сдерживаете, и одновременно усиливаете. Я такого раньше не видела. И стоп, и газ. Вот как-то так идет. Ну, девочки, скучно точно не будет. Когда он сделает вам предложение, я не могу назвать вам, к сожалению, точную дату, потому что вы все разные, и кто-то уже общается, встречается, а кто-то еще даже толком и не познакомился. Мне идет какое-то мероприятие. Вот ему важно будет, чтобы там были зрители, свидетели. Да? Поскольку мужчина любит шоу, он такой у вас шоумен, весь такой красавчик, да, а-ля «Сорвиголова», ему важно будет, чтобы были зрители, свидетели. Будет какое-то мероприятие, и в рамках этого мероприятия он прям выступит со своим предложением руки и сердца. Ну вот на праздник, да, мероприятие, праздник, много людей, и ему это важно. А может быть, это какое-то место будет, да, очень такое атмосферное, праздничное, и там будет много людей, вы пойдете с ним, например, там, на свидание, и вот он все подготовит и сделает вам очень красивое и необычное предложение. Знаете, тут так еще интересно показано, что для вас это не будет чем-то неожиданным. Скорее всего, вы его очень хорошо и чувствуете, и читаете, и вы будете понимать, что вот он к чему-то готовится, да, либо вот-вот что-то будет, нагрянет, что он от меня не отстанет, да, он хочет на мне жениться. Вы прям это будете заранее чувствовать и понимать. То есть особого удивления у вас нет. Может быть, немножко будет раздражение, потому что все очень пафосно, ярко, там, да, вот вся вот эта сцена, да, какая-то непонятная. И вы такая, ну блин, ну зачем? Ну, неужели нельзя было там дома, да, либо в кругу там родственников, либо там где-нибудь, где мы будем одни. Но он у вас, да, любит яркость, любит представление. Ну, вот что есть, то есть. Кстати, у кого-то отыграется уже и в ближайшем времени это предложение. Опять же, если вы чувствуете, то совсем скоро будет. Если вы еще не как познакомились до конца, либо не начали общаться, то, скорее всего, к концу года у вас это все произойдет. Конец года, под конец года. Почему-то идет под конец года. Да, интересно. Но вы точно, вы знаете, точно его видели. Кто-то встречается, общается, а кто-то вот несколько раз мужчина попадался, и вы такая, странный какой-то, да, почему я его все время вижу, встречаю. Потому что он будет делать вам предложение. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.